Пока на равнине вовсю шло голосование, в самом высоком избирательном участке Байни Джарахского района на высоте 1600 метров над уровнем моря активно принимали участие в решении судьбы государства. Ханифа Ахильгова в свои 78, несмотря ни на что, нашла время прийти и проголосовать. В этом небольшом горном селе зарегистрировано более 114 человек. В районе всегда отмечается хорошая явка избирателей. Поэтому 18 марта традицию участвовать в важных решениях для государства никто не нарушил. А чуть ниже, в самом крупном населенном пункте горного района, в Джайрахе шумно и весело. Жители отдают свои голоса в средней школе. Примечательно, что именно здесь расположены самые первые избирательные участки во всей республике. Порядковая нумерация участков начинается с Джайраха, там, где началась наша история. В списку избирателей у нас сегодня значится 612 избирателей. Впервые голосующие у нас 18 человек. Голосующих вне помещения на дому 19 зарегистрировано у нас. В Уйке под номером 1 зарегистрированы избиратели, проживающие не только в Джайрахе, но и в ближайшие в селе Изми. Для того, чтобы они могли с комфортом добраться до участков, здесь функционирует общественный транспорт. Им воспользовался и Руслан Суров. Решили все вместе собраться, все в нашем сельском поселении. И мы все вместе пришли сюда, чтобы проголосовать за нашего кандидата, так как от этого зависит наше будущее. Каждые 2 часа у нас есть автобусы, которые развозят избирателей по участкам. Кроме того, в школе подготовили выставку прикладного искусства с национальным колоритом. Все эти предметы изготовлены вручную воспитанниками Центра творчества детей, которая работает на базе школы. Их можно не только посмотреть, но и приобрести, если возникнет желание. Здесь есть картины Баку Аздоевой. Это с красками работа, потом идут картины с уникальными вот этими рыбьей кожей. Это делали дети под ее руководством. Потом у нас идет рукодельные кружки. Всего в Джайрахском районе зарегистрировано 2782 избирателя. Кому-то удобно посетить участок для голосования утром, кому-то ближе к вечеру. Но определенно голосуют целыми семьями. Вслед за ним приехал проголосовать его сын Абдул-Салам. Это его первые выборы. Кстати, молодым людям, которым впервые представлено право голосовать, подготовлены подарки. Им дарят компьютерные флешки, канцтовары и телефоны. Абдул-Салам сделал выбор, исходя из своих требований к кандидату. А вот Хусейн Амирханов за 88 лет жизни пользовался правом голосования множество раз. Он выбирал и президента в России, и Верховный Совет Казахской ССР, где когда-то жил. Мужчина вспоминает, что раньше выборы проходили в более сложных условиях, как для избирателей, так и для организаторов. Кстати, и сам он не раз участвовал в их проведении. И спустя столько лет ему суждено сделать мудрый выбор бодрым шагом. Возможностью проголосовать по окрепительному удостоверению воспользовался ректор Российского института театра и искусства ГИТИС Григорий Заславский. Так получилось, что на момент выборов, путешествуя на Северном Кавказе с детьми, Заславский заранее написал заявление в одном из московских многофункциональных центров и изъявил желание проголосовать в Джайрахском районе Ингушетии. Ведь этот выбор может изменить судьбы множества людей, считает он. Безусловно, это огромное удовольствие. Здесь потрясающий воздух. Мне очень нравится, что здесь очень много новых домов построенных. На выборах президентства страны один из самых высоких показателей явки избирателей показал Джайрахский район. Жителям здесь есть чем сравнить прошлое и настоящее. За последние годы здесь построено множество объектов здравоохранения, образования, культуры и туризма, как, впрочем, и по всей республике. Ингушские избиратели своими голосами 18 марта выразили благодарность федеральному центру и продолжение курса развития и созидания.
18 марта мы выбирали будущего главу Российской Федерации, исходили из личного мнения по данному поводу. Надо понимать то, что изначально это является уважением, потому что, уважая себя, ты уважаешь свой выбор. Я голосовал по месту жительства в городе Карабулак. Естественно, мой голос был отдан Владимиру Владимировичу Путину. И лично я считаю, что не надо исходить из каких-либо прерогатив, и надо действовать так, как ты считаешь нужным. То есть каждого мнения важно. Просто ради интереса голосовать. Путина голосовать. Кандидаты, считаю, были достойными, но все же победил Владимир Владимирович Путин. Поэтому хотелось бы ему пожелать и сил, и поддержки народа. И нам бы хотелось пожелать взаимопонимания. У нас страна многонациональная, поэтому хотелось бы мира в первую очередь. Люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, ветераны и все, кто не смог по какой-то причине прийти на избирательный участок, голосовали на дому. Члены избиркома сами выезжали к ним, чтобы они тоже смогли повлиять на будущее страны. Такой возможности воспользовался и старейший житель планеты Аппас Илиев. Рина Цичоева, Залина Могушкова, Рамзан Зурабов. Новости 24.